Здравствуйте, в эфире Зарима Мусаева. Вас приветствует канал Бирге ТВ с дайджестом наиболее важных на сегодня новостей. И сегодня в выпуске общественный деятель Эркин Тентышев организовал мероприятие для объединения и созидания. Премьер-министр озвучил свое мнение о продовольственной безопасности, и еще две партии выдвинулись на выборы в Бишкекский городской кенеш. Накануне в городе Кант прошло мероприятие, объединившее около 700 человек. Мероприятие организовал общественный деятель Эркин Тентышев. Главная цель – это единство и созидание. Традиция собирать общественность за одним столом для того, чтобы вместе решить накопившиеся проблемы или объединить силы у кыргызов существовала и издревле. Единение и консолидация – главная цель мероприятия, организованного лидером общественного объединения «Солто» Эркином Тентышевым. Общественный деятель уверен, что и только созидание – залог будущего процветания и благополучия народа. Созидание – это первый путь к развитию. В связи с этим, чтобы созидать, нужно быть вместе, быть как солидарны, чтобы дружба между нашими народами, между нашими соседями, она развивалась, укреплялась, и чтобы всегда была здоровая конкуренция, здоровое общение, чтобы друг другу показывали с лучшей стороны, наверное. С худшей стороны легче показать. Но к этому не надо привыкать, к этому не надо стремиться. А надо стремиться к хорошему, чтобы наш народ развивался в дружбе и в единстве. Вот это наша основная цель. И в связи с этим мы проводим такие мероприятия очень часто. Но вот в преддвериях выборы в местные органы будут, в городские кенеши будут выборы. В связи с этим мы опять-таки собираем свою команду, собираем народ, жителей Чуйской области сегодня собрали, чтобы был мир и созидание, чтобы был мир и единство. Вот это самая основная наша цель. Он объединил за общим столом более 700 представителей из разных районов и сел области. Здесь собрались представители разных этносов, молодежь и аксакалы. Каждый говорил о том, что, выбрав направление и лидера, как Садыр Джапаров, теперь нужно помочь ему в осуществлении намеченных задач. Я думаю, после президентских выборов 10 января, которые результат выборов сами о себе говорят, очень высокое доверие Садыру Нуркожоевичу Джапарову. Люди сейчас в ожидании перемены к лучшему. Поэтому, я думаю, сегодня люди все его поддерживают. Все как могут, в том числе и мы, диаспоры. У нас город многонациональный. Очень хорошо, дружно проголосовали за Садыра Нуркожоевича. И я думаю, мы должны прийти к единому, поддерживать президента во всех его реформах, во всех его начинаниях, чтобы изменилось все к лучшему. Общественный деятель и основатель АЗМИ Эркин Тентышев внес посильный вклад в единение и стабилизацию среди общественности, считают участники мероприятия. Поддержка народа необходима и сейчас, пока в стране только начаты реформы. Поэтому мы все должны быть готовы внести свою лепту в развитие нового сильного государства. Эркин Саткамбаевич, председатель Солто Коому, он организовал сегодня Чуй-Сары-Өзені собрание. И здесь почему он не то, что просто он даже, так сказать, не то, что он организовал, это просто весь Чуйской области требовали либо собраться, либо где-то там в мелких собраниях это все сделать. А здесь получается он просто, видя из этой ситуации, он просто был вынужден собрать и привести всех ынтымакка чакры, чтобы объединиться, сделать собрание, поговорить и решить, чтобы такую именно ситуацию, чтобы дать очень правильно. Я так можно сказать, это очень такой исторический ход и правильный, и можно так сказать, что мы поддержку для стабильности государства мы должны
действующего президента поддержать. Единство и согласие народа – это стало одним из основных тезисов инаугурационной речи Садыра Джапарова. Глава государства, обращаясь ко всем политическим силам, своим сторонникам и оппонентам, нацменьшинствам и религиозным конфессиям, призвал их к объединению. Поэтому встреча, организованная Эркином Тынтышевым, по мнению его участников, даст дополнительный импульс перед предстоящими политическими событиями в стране. Мои земляки, что вы все тянетесь к единству. В единстве есть успех. Когда есть единство, всегда будет успех. В этом, наверное, каждый из вас знает. Все, кто сегодня пришел, столько времени отнял, собственное время, золотое время вы отняли и пришли к нам сюда в гости, вместе разделить, чтобы быть едиными. Вот недавно прошел выборы. Действительно выбрали народного президента Садыра Нургузевича Джапарова. И вы знаете, мне очень было приятно, многие здесь сидящие оказали содействие нам, помогали в этих выборах. В то время как раз, во время выборов, морозы стояли, да? Ребята, агитаторы, вам действительно низкий поклон. Спасибо. Действительно, спасибо вам всем, что вы для развития нашей страны, чтобы было развитие, чтобы было будущее прекрасно для ваших детей, для вас самих. От всей души хочу и от коллектива нашей партии, также от нашего штаба хочу всех поздравить. И этот сегодняшний дастархан для всех вас. От души. Я также хотел бы вас всех призвать к тому же единству, которое нужно нам, необходимо для нашего общества, для развития Кыргызстана. Вот мы выбрали президента, народного президента. Мы надеемся, надежда, как всегда говорится, умирает последней. Поэтому мы надеемся, что развитие будет. Но самое главное, я призываю вас всех к единству, к тому единству, чтобы мы не оставались в стороне и не просили, что нам сделает там Аким или другая страна, или наше, некоторые, недальновидное руководство. Этого мы не должны ждать. Мы должны, каждый из нас должен вложить маленькую лепту в развитие нашего общего государства, нашего общего народа. Спасибо огромное. Первый заместитель руководителя аппарата президента Медербек Сатыев 17 февраля провел встречу с гражданскими активистами и жителями Баткенской и Джалалабадской областей по вопросам границ. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента. В мероприятии приняли участие секретарь Совета безопасности Рыскельды Мусаев, представители аппарата правительства, МИД, МВД, ГКМБ и других министерств и ведомств. Обсуждены вопросы по делимитации, демаркации кыргызско-таджикской, кыргызско-узбекской линии государственных границ, способы решения вопросов по оставшимся неуточненным участкам территории, пресечения контрабанды. Кроме этого, отмечена необходимость скорейшего выделения средств в целях улучшения социально-бытового положения, создания благоприятных условий для проживания местных жителей. Медербек Сатыев выразил благодарность жителям приграничных районов, которые проявляют настоящий патриотизм и отстаивание государственных национальных интересов. Как он отметил, вся информация, предложения, требования, озвученные в ходе встречи, будут доведены до сведения главы государства. Вместе с этим будут даны необходимые поручения соответствующим государственным органам. Премьер-министр Улукбек Марипов провел совещание по вопросу продовольственной безопасности в Кыргызстане. Как сообщили в пресс-службе правительства, в ходе встречи Марипов отметил, что ситуация остается сложной, с каждым днем растут цены на мясо, растительное масло, яйца, муку и другие товары. Понятно, что пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, но пора уже перестать искать оправдания. Необходимо принимать комплексные решения, превентивные меры, оперативно и эффективно реагировать на повышение цен, сказал премьер-министр. По данным Минсельхоза, за последние 4 месяца растительное масло подорожало
подорожало на 33 сома, мясо на 124 сома. Марипов поручил Министерству сельского водного хозяйства и развития регионов провести встречу с крупными поставщиками, производителями для урегулирования цен на продукты первой необходимости, а агентству антимонопольного регулирования и полномочным представителям правительства в регионах осуществлять ежедневный мониторинг и анализ цен на социально значимые товары. Мэриям Бишкека и Аша и других крупных городов поручено еженедельно проводить сельскохозяйственные ярмарки с фиксированными ценами на продукты питания. В конце 2020 года Национальный статистический комитет сообщил, что за год цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки в целом по Кыргызстану повысились на 13,2%. Больше всего подорожал сахар, картофель, мясо, мука, макаронные изделия и яйца. Еще две партии подали уведомление в Бишкекскую ТИК для участия в выборах в городской кенеш. Об этом сообщил председатель территориальной комиссии Кайрат Маматов. По его словам, документы подали Атаджурт и Бирге вместе. Ранее об участии в гонке уведомили социал-демократы Кыргызстана, Патриот, НДПК. От партии «Зеленых» Иман Нуру, Лигалай, Сатамикена, МДК, Битун Кыргызстана и Улу-Джурта. Таким образом, на сегодня 12 политорганизаций планируют участвовать в гонке за мандаты в Бишкекском горкенеше. ТИК напоминает, срок подачи уведомлений истекает 1 марта 23:59. Местные выборы 448 местных кенешей пройдут 11 апреля. 17 февраля началась регистрация кандидатов на место главы Духовного управления мусульман Кыргызстана. Она продлится до 17 марта. Как сообщается на официальном сайте ДУМК, для регистрации кандидатов создана аттестационная комиссия. Последний муфтий Махсатбек Токтумушев 10 февраля написал заявление об уходе с должности по собственному желанию. Эта информация появилась сразу после того, как ГКНБ заявил о расследовании коррупционных схем в муфтияте. Вечером того же дня он был задержан в рамках досудебного производства в отношении задержанного накануне главного бухгалтера ДУМК по факту дачи сотрудниками Госкомитета взятки в особо крупном размере. Позже его отпустили под подписку о невыезде. Махсат Токтумушев 4 марта 2017 года был повторно избран муфтием Кыргызстана. Срок его полномочий должен был завершиться 4 марта 2021 года. Муфтия Кыргызстана выбирают каждые 3 года в соответствии со специальным уставом. Претендент на пост муфтия должен подать заявление и пройти регистрацию. Документы кандидатов рассматривает специальная комиссия. Кандидатам предъявляется ряд требований: знание законодательства и статей Конституции, понимание принципов демократии, следование ханафитскому мазхабу, обязательное наличие высшего религиозного, высшего светского образования и так далее. Выбранный Советом Алымов кандидат представляется Курултаю, в котором участвуют 200-250 делегатов со всех областей республики. Муфтий избирается большинством голосов делегатов собрания.